зародившись в Древнем Египте, вот эта мафия, древнеегипетское жречество, для реализации своих замыслов, им нужно было специфическое войско. Вы помните, Египет вел войны за жизненное пространство и часто проигрывал. И стала задача вести войну таким образом, чтобы не проигрывать. И, то есть методом культурного сотрудничества. Но для этого должно быть войско, вооруженное не луками, стрелами, там, мечами и прочими атрибутами, а вооруженное информационным оружием. И вот таким войском они сделали мировое еврейство. Они взяли одно из бедных семитских племен. Почему закон-то не об антиевреизме, а об антисемитизме? Семиты – это кочевые племена арабов, кочевников. Они взяли одно из этих семитских племен и увели их на 42 года в пустыню. Спрашивается, зачем этих несчастных людей было водить 42 года по пустыне, пересечь которую можно там за 2-3 недели. Это приблизительно Синайский полуостров, как Крымский. А вот для чего. В условиях пустыни старики быстро умерли, жарко, солнца, воды там нет. А те, которые рождались, они уже сказок бабушки и дедушки не слышали. То есть появились Иваны, не помнящие своего родства. Значит, не работали, питались дармовой манной кашей, которую древнеегипетское жречество на повозках привозило. И только один жрец-экскурсовод Моисей знал, где очередная куча манной каши, куда идти. А они же неграмотные были, не убежишь из пустыни. Почитайте внимательно Библию, там все это написано. То есть их сделали заложниками. Значит, не работали, питались дармовой манной кашей. А чем занимались? Занимались боевой политической подготовкой. То есть днем марш-бросок, а вечером им промывали мозги жрец-экскурсовод Моисей. Что он говорил? Вот послушайте. Значит, а я цитирую. «Итак, Израиль, слушай законы и постановления, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и шли, и размножились, и наследовали те земли, которые Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие». Что для этого надо делать? Не давай в рост, то есть под проценты ростовщичества, брату своему, имеется в виду иудею, ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно давать в рост. Иноземцам, то есть нам всем, не иудеям, давай в рост, а брату своему не давая в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах твоих, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их, резиденты, служить тебе, и не будут затворяться твои врата ни днем, ни ночью, чтобы складывалось достояние других народов к ногам твоим. А те цари и те народы, которые не захотят служить тебе, такие народы совершенно истребятся. Я вам процитировал, можете проверить. И вот вся эта мерзость считается у нас мерзостью священной. За моей подписью ушло письмо патриарху Московскому и всея Руси, Алексию II. Уважаемый святейший патриарх, вот это кто? Бог писал или кто? Нет ответа. С 93-го года и не будет. Понимаете почему? Потому что, а что тут отвечать-то? Так вот, создав такое войско, над еврейством было проделано просто античеловеческое действие. Вы знаете, у евреев есть, опять-таки, якобы от имени Господа Бога, вмененный в им обряд обрезания крайней плоти у мальчиков на 8-й день. Когда стали разбираться с этим механизмом, оказалось, что это страшный механизм, который приводит к неправильному формированию алгоритма работы головного мозга человека. Мозг человека состоит из двух полушарий, правого и левого. Правое отвечает за процессно-образное мышление, левое за абстрактно-логическое. И у человека есть сознание и подсознание. То есть, проводя кибернетические аналогии, как в вычислительной машине, есть оперативная память, которая ведет обработку быстро поступающей информации. И есть долговременная память, склад, куда все складывается. И когда надо, человек оттуда достает и включает опять в оперативную обработку. Поэтому вот это все
образы, то есть целиком, логическое, дважды два, 4, значит, сознание, подсознание. Все это у человека работает по определенной последовательности действий, что по-научному называется алгоритмом. И вот этот алгоритм, он определяется как генетикой человека, то, что заложено в него на генетическом уровне, и то, что заложено, закладывается в социальном уровне. И, значит, очень важен самый первоначальный момент, когда этот алгоритм начинает формироваться. Дальше надо держать вот образ, ну вот представьте, каменщик, он выложил фундамент ровно, да? И начал кладку вести. Он кирпичи кладет, и у него стена ровная. Если фундамент чуть-чуть скривил, то и кладка пошла кривая. Но если кладку можно разобрать, то алгоритм переделать уже невозможно. Вот, держа этот образ, давайте представим. Родился маленький мальчик. Он начинает правильно воспринимать окружающий мир. То есть он слышит ласковый голос матери, вкушает вкус материнского молока, шорохи, пустыни, там, солнышко светит. Он правильно воспринимает окружающий мир, у него формируется правильный алгоритм переработки информации. И в это время, а тогда это делалось, ну вот по разным источникам, там, ногтями грязными, потом каменным ножом обрезалось. Сейчас, конечно, это делается уже и под наркозом, кстати, по телевизору показывали. Обрезается крайняя плоть. Больно. И мозг маленького человечка на какое-то время отключается от этой правильного восприятия окружающего мира и концентрируется на этой боли внизу. В условиях тогдашней антисанитарии там ранка гноится, заживляется, чешется. То есть какой-то период времени мозг человека подвержен шуму, совершенно несвойственному для ребенка. И этого времени вполне достаточно, чтобы скривить стенку. А почему? А потому что генетикой отводятся жесткие временные рамки на освоение человеком чего-либо. Я вот вам, чтобы было понятно, расскажу о Маугли. Вот мало кто знает, суть-то в чем. Ну, когда ребенок попадает в грудном возрасте, там, по Киплингу, вы знаете, Маугли попадает к волку, там, к медведю или еще куда-то, они их воспитывают. И потом, когда в возрасте там, 10, 12, там, 14 лет этого человечка возвращают в человеческое общество, оказывается, научить разговаривать его нельзя. Нельзя. У него есть голова, руки, ноги, язык. А говорить его нельзя научить. Почему? А потому что генетика отводит жесткие временные рамки на освоение человеком чего-либо. Русская пословица говорит об этом. Не научился Ванечка, Иван Ивановичем не научишься. Почему мы такое вот внимание вообще уделяем системе образования и говорим, что с детских лет надо сформировать? Вот древнеегипетское жречество, видимо, зная все эти вещи, оно именно на 8-й день. В отличие от мусульман, у мусульман-то это там делается уже когда несколько лет, по 6, там, 8 лет и так далее. А именно на 8-й день. Я уж не говорю об эзотерических знаниях, там, когда чакры открываются, не буду сейчас об этом говорить. Именно на 8-й день. Вот. Для чего это делается? Такие люди, ими легко управлять в обход сознания через подсознание. То есть они проще управляются. То есть это, образно говоря, если опять проводить кибернетические аналогии, это биороботы на живой элементной базе. И вот, создав такое войско в ходе Синайского турпохода, заложив в него систему воспроизводства, через поколение все это дело поддерживалось, значит, еврейство рассеялось. Помните, Израиль распался, как СССР, на 13 колен. И дальше вся история какая? В Испании их убивали, в Англии попытка введения иудаизма, революция Кромвеля, французская революция, Наполеон, Колумб, евреи за ним стояли в походе за золотом. И всегда евреи виноваты, обратите внимание. То есть что сделала эта мафия? Она сама скрылась в колене Левия и стала левитами, первосвященниками, которые одни имеют монопольное право на толкование истины. Раввины – это пастухи еврейских стад, рассеянных по миру, и они должны неукоснительно выполнять указания левитов,
Ну, то, что Жириновский называет мировое закулисье, там силы Запада. То есть во всем виноваты евреи. А сама эта мафия остается за кулисой. То есть ее никто не